Вечерний выпуск новостей в эфире телеканала Миллет. В студии Энвера Блядис. Здравствуйте. 6000 тонн. Столько весит железнодорожная арка, которую установили строители Крымского моста. Сложная морская операция, такую никто в российской истории и в советский период мостостроения никто еще не выполнял. Тетради, карандаши, ручки, более 200 крымских детей получили в подарок школьные принадлежности. Я хочу в школу, потому что там становятся дети умные. Спортзал в каждый населенный пункт. Этот проект продолжает реализовываться в Крыму, популяризируя спорт на полуострове. Построено 5 залов, понимаете, и уже столько детей появилось. Идет настоящее воспитание. Евпаторийскому поселку Исмаил-Бей исполнилось 27 лет. Для жителей этого места компактного проживания устроили настоящий праздник. Мы приготовили очень много ярких красочных танцев для Исмаил-Бея. А в Николаевке отметили украинский национальный праздник Обжинки-2017. Народные коллективы исполняли песни, причем не только на украинском. Строители Крымского моста доставили железнодорожную арку к фарватерному участку. Теперь конструкцию предстоит поднять на проектную высоту, а это 35 метров, и установить на опоры. За уникальной морской операцией следят десятки специалистов. Работа по-настоящему ювелирная. Железнодорожная арка на своем месте. Ее доставили к фарватеру сегодня ночью. Впереди самый ответственный этап операции – установить за 48 часов. Чтобы завершить уникальную морскую операцию, у инженеров есть менее 2 суток. Но невыполнимых миссий для строителей Крымского моста не бывает. Сотни тросов и специальная домкратная система должны установить арку весом в 6000 тонн на головокружительную высоту. Ее поднимут на 35 метров. Перед этим целый час гигантская деталь будет выдерживаться на весу. На проектную высоту железнодорожную арку поднимут за 8 часов. 227 метров конструкции и всего 50 сантиметров зазора. И все это по покровам ночи. Настоящая строительная эквилибристика. 35-метровая арка будто по команде замерла по стойке смирно. Чтобы припарковать громадную деталь, нужна была еще и ювелирная точность. Многочисленные датчики, своеобразный строительный парктроник фиксировали десятки параметров. Независимо, датчики стоят на арке, или датчики стоят на плав-опорах, или на опорах. Все эти параметры стекаются в один центр и отслеживаются в реальном режиме времени. На этих кадрах ускоренной съемки первые шаги уникальной конструкции по морю. Собранная на берегу арка опирается на специальные плавучие опоры. Десяток буксиров медленно и очень аккуратно по специальному маршруту направляет их к фарватеру. Скорость едва заметна глазу. Впервые в истории движение по фарватеру остановлено не из-за плохой погоды. Об этом предупреждали заранее, поэтому пробок из морских судов нет. Каждый сантиметр этого пути просчитывали лучшие математики, инженеры, строители и синоптики. Такой габаритный тяжелый груз по воде, может, и перевозили, но точно не поднимали в открытом море. Сложная морская операция, такую никто в российской истории и в советский период мостостроения никто еще не выполнял. Такие сложные веса и такие объемные конструкции еще никто в акватории не сплавлял к месту установки. Вес Эйфелевой башни, длина 2 футбольных полей и высота 15-этажного дома. Одни только болты, что скрепляет арку, весят как 3 Боинга. Чтобы покрасить самую крупную деталь моста, ушло более 100 тысяч литров белой краски. Чтобы преодолеть эти 5 километров, моряки и строители готовились больше года. Ученые рассчитали, для успешной операции скорость ветра не должна превышать 10 метров в секунду. Для такого габаритного груза нужен был практически полный 3-дневный штиль. Август выдался аномально ветреным, и погоды у моря пришлось подождать. Строители напоминают, остальные работы на Крымском мосту продолжаются даже ночью. 80 тысяч тонн пролетных строений собрано, это порядка 10 километров моста. Уже набрали свой ритм и ведутся практически в динамике работы по асфальтированию. Строители только готовятся поставить арку на место, а она уже объединяет. Свадьба Ивана и Яны совпала с началом уникальной морской операции. Он коренной кирчанин, она москвичка. Свой семейный мост между двух берегов они уже построили. Теперь ждут крымский. В праздничном фотоальбоме снимки на фоне белой арки. 27 августа, это что? Это день нашей свадьбы. Нет, это арка. Это арка. Асан Абибулаев, телеканал Миллет.
В Крыму вновь кадровые перестановки. Глава республики Сергей Аксенов сообщил об увольнении ряда руководителей муниципалитетов. Глава провел встречи с главами администраций Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов. Итогом встреч стали написанные чиновниками заявления об увольнении по собственному желанию. Сергей Аксенов подчеркнул, что увольнения не связаны с коррупцией и с другими нарушениями закона. Проблема в том, что не все коллеги выдерживают экстремальный ритм работы, не все могут справиться с тем объемом задач, которые приходится решать ежедневно и зачастую в ручном режиме. Кроме того, по моему требованию напишут заявление об увольнении из занимаемых должностей глава администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Светлана Гевчук. Люди работали и старались выполнять задачи достаточно системно, однако результативность находилась не на очень высоком уровне, но в силу того, что у нас нет никаких претензий к ним с точки зрения нарушения антикоррупционного законодательства и нет вопросов, связанных с уголовным преследованием, Юрий Михайлович вам тоже в том числе, то есть просмотрите внимательно, то есть и по духу, по роду деятельности, по способностям людей, посмотрите, то есть где они могут быть дальше работать, на каких должностях. 6 крымских депутатов досрочно лишены полномочий. Причиной тому послужило сокрытие доходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. В ведомстве отмечается, что с должностей сняты депутаты Плодовского, Куйбышевского, Табачнинского и Голубинского, Тенистовского сельских советов Бахчисарайского района. Ранее была проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальную должность. По их результатам полномочия депутатов прекращены досрочно. Более 200 детей из многодетных и малообеспеченных семей получили в подарок школьные принадлежности. Накануне учебного года их собрали в мусульманском религиозном комплексе Сейд-Ситар и устроили для будущих школьников настоящий праздник. Ученические тетради, дневник и другие письменные принадлежности – обязательный набор школьного портфеля. Именно такой комплект получили 220 будущих первоклассников со всех регионов Крыма. Теперь у них есть все необходимое для того, чтобы начать первый учебный год. Мне понравился рюкзак, потому что он розовый и очень красивый. Я очень рад подарку. Я хочу в школу, потому что там становятся дети умными. Подготовка к школе – очень затратный процесс, особенно для многодетных и малообеспеченных семей. Сегодня им помогли Духовное управление мусульман Крыма, депутат Государственной Думы, меценаты и социально ответственные предприниматели. Каждый из них старался вызвать улыбки детей и сделать этот день незабываемым. Я благодарен в первую очередь нашему Духовному управлению мусульман Крыма, который находится системно в диалоге со всеми крымчанами и сумели собрать первоклашек, устроить им такой праздник. А я сумел только все это соединить, предпринимателей, первоклашек, Духовное управление мусульман Крыма. Самый величественный гимн этой земли, наверное, это звонкий смех наших детишек. Пусть сегодня им будет тепло, а родителям веселее за то, что все-таки весь Крым сегодня старается каким-то образом помочь, сделать теплее в домах наших людей. Красочным представлением для маленьких жителей полуострова стало шоу мыльных пузырей и музыкально-развлекательная программа аниматоров. Кроме того, организаторы накрыли для них сладкий стол и выразили благодарность всем, кто помогал в этом. Мы очень надеемся, что дети, впервые переступив порог школы 1 сентября, запомнят этот день. И каждый раз, открывая подарочные рюкзаки, будут приятно вспоминать о своем первом шаге в мир знаний. И в будущем сами тоже смогут творить добро. По словам организаторов, такие праздники станут традицией. Ведь помогать детям – это счастье. Диляра Шевкетова, Аким Бекиров, телеканал Миллет. Спорт – это жизнь. Для крымских спортсменов это основной девиз. На сегодняшний день в рамках программы «Спортзал» в каждый населенный пункт реализуется много идей, что способствует ярким победам крымских спортсменов. Крымские борцы продолжают покорять пьедестал мирового спорта. Имин Сефершаев завоевал бронзу на первенстве мира по греко-римской борьбе среди юниоров. Наш земляк представил сборную России весовой категории до 55 килограммов. Говорит, есть к чему стремиться и расти. Безумно благодарен, что есть такие люди у нас в Крыму, которые развивают, помогают развиваться и делают все условия, чтобы мы
завоевывали высокие награды. Крымская школа борьбы дает результаты мирового значения. По мнению Рустема Казакова, есть результат работы программы «Спортзал» в каждый населенный пункт. Уже открыты спортзалы в селах Перевальное, Фонтанах Симферопольского района и Судаке. Ведется возведение еще 4 в Евпатории, Бахчисарае, Симферополе и в Кировском районе. Это помогает популяризировать спорт и вести здоровый образ жизни. Уже построено 5 залов, понимаете, и уже столько детей появилось. А вот что отбоя нету. Идет настоящее воспитание. Спорт становится важным аспектом в жизни крымской молодежи. Уже налажено сотрудничество с передовыми городами из материка. О крымских спортсменах известно во всей стране. Работать с ними желают в любом регионе. Это вот начало. Это, конечно, огромная благодарность Руслану Исмаиловичу. Правильное начало, мотивации правильные. И вот так вот собрать вот эти вот такие сборы, они дают дух, во-первых, ребятам. Приехали в Крым, чтобы начать сотрудничество. Большие впечатления, очень много встреч. Конечно, мы надеемся, что это вот будет иметь продолжение в будущем. Ежегодный турнир по выявлению сильнейшего борца – это ближайшая цель. А самое главное – есть хорошая мотивация. По всем номинациям предлагаем автомобиль. Хотелось бы, чтобы пояс, который получит абсолютный чемпион, передавался из года в год. И этот турнир внутрикрымский стал бы действительно самым популярным. Популяризация греко-римской борьбы на полуострове набирает обороты. Спортивная борьба укрепляет не только физическое здоровье, но и духовное. Лилия Виджат, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. В 3 районах Крыма объявили карантинный режим. Его ввели на неопределенный срок из-за распространения аллергенной амброзии сразу в Красногвардейском, Нижнегорском и Джанкойском районах. Об этом сообщает пресс-служба по земельному и фитосанитарному надзору Крыма. Установление карантинного фитосанитарного режима предусматривает проведение соответствующих мероприятий по ликвидации очагов распространения растения, сообщили в ведомстве. Камерный хор «Таврический благовест» стал победителем международного конкурса «Поющий мир». Конкурс проходил в Санкт-Петербурге с 4 по 9 августа. Участники «Таврического благовеста» подали заявку на участие в 4 номинациях конкурса. Нужно было очень строго в каждой из номинаций подобрать произведения, соответствующие стилю, жанру, эпохе, исполнив сочинение того или иного композитора, творившего в определенное время соответствующее условиям конкурса. По результатам конкурса камерный хор «Таврический благовест» стал победителем во всех номинациях, получив 4 золотых кубка и 4 диплома первой степени. Дни культуры крымчаков отметили на полуострове. Ежегодно представители этой коренной национальности полуострова собираются вместе. В Крыму их насчитывается чуть более 200. На этот раз в Белогорске прошла экскурсия по важным для этого этноса местам. На экскурсии побывала и наш корреспондент София Шукурова. Дальше, там проживали крымчаки, на правом берегу Караимы, вот там вот греки, крымские татары. Это настоящее путешествие в прошлое. На территории современного Белогорска сотни лет назад находился один из самых древних городов Крыма. Именно через Карасук-базар проходил Великий Шелковый путь. На этом месте располагалась крепость Ташхан и невольничий рынок. Этот город с середины 19 века и был центром крымчаков. В Карасук-базарский период истории крымчакская община компактно проживала в восточной части города вдоль левого берега реки Карасув. Еще в начале 20 века этот район назывался крымчакской стороной. Здесь же в 100 метрах, но уже в прошлом веке жил композитор Спендиаров. В современном Белогорске представителей этого древнего этноса почти не осталось. Даже Крымчакская улица вот уже много лет носит название «Интернациональный». На ней живет Яков Мангупли, последний из белогорских крымчаков. В этом городе родился, мои предки здесь жили. Ну, в душе я горжусь этим. Здание бывшего крымчакского каала – важный для крымчаков объект. Это один из немногих сохранившихся памятников той эпохи. В нем располагался священный для крымчаков молитвенный дом. Сейчас на этом месте инфекционное отделение городской больницы. Конечно, сейчас находится здесь инфекционное отделение. Это очень печально, это очень жаль, потому что крымчаки – это такой малочисленный народ. В городе сохранилось еще одно здание. Здесь в начале 20 века располагалась единственная крымчакская школа. Директор
Лектором был выдающийся представитель этой народности из Кая. Здесь же преподавал крымско-татарский писатель Бекир Чобанзаде. Преподавал Исаак Кая. Преподавая в этой школе, он как раз работал некоторое время с Бекир Чобанзаде, где они работали совместно над созданием букваря для детей. Во время Великой Отечественной войны крымчаков жестоко преследовали нацисты. 80% этого народа уничтожили. 17 января 1942 года все крымчаки Карасу-Базара, 486 человек, погибли в душегубках. Сегодня почтить память минуты молчания и возложить цветы пришли потомки маленького народа. Пригласили мы и молодых, и крымчаков, более уже среднего, для того, чтобы они опять же ближе познакомились, познали культуру, чтобы они не забывали самобытность и культуру своего народа. На сегодняшний день в Крыму проживают чуть больше 200 крымчаков. Для сохранения культуры этого народа представители общины и Дом дружбы народов организовывает такие встречи. Последней точкой экскурсии стала визитная карточка бывшего Карасу-Базара – Белая скала. Именно она и дала название новому городу. София Шукурова, Иван Евдокимов, телеканал «Миллет». 27 лет исполнилось крымско-татарскому району Исмаил-Бей в Евпатории. Жители порадовали концертной программой, угощениями и вкуснейшим пловом. Подробности в следующем сюжете. Вот так ярко и весело жители отмечают День поселка Исмаил-Бей. Концертная программа с участием творческих коллективов привлекла внимание каждого гостя мероприятия. Порадовали гостей старинные крымско-татарские песни. Для самых маленьких подготовили угощения и спортивные соревнования. 3 огромных казана вкуснейшего плова смог отведать каждый гость. Сегодня я приехала со своим ансамблем для того, чтобы подарить подарок Исмаил-Бею. Мы приготовили очень много ярких красочных танцев для Исмаил-Бея. Сегодня день рождения Исмаил-Бея, 27 лет. Я занимаюсь 3 месяца вольной борьбой. И мы подготовили показательное выступление «Я буду бороться». 27 лет назад никто и подумать не мог, что на месте пшеничного поля может появиться целый поселок. В конце 80-х, начало 90-х годов крымские татары начали массово возвращаться на свою историческую родину, в Крым. В безлюдном месте около Евпатории наблюдались комплексные самозахваты земли. С тех самых пор люди стали здесь обживаться. А в скором времени поселку дали название Исмаил-Бей. 27 августа 1990 года можно считать днем рождения нового Евпаторийского района. Мудиссер Харачих, самый первый житель этого микрорайона, рассказывает, с семьей хотели вернуться в Крым. Ради этого жили долго, без условий и удобств. Мы приехали в Исмаил-Бей в 90-м году. Тогда он так еще не назывался. Тут была степь. Приехав сюда, мы стали строить дом. Слава Богу, сегодня у нас все есть. Дети, внуки есть. Дом построили, скотину держим. Сегодня все у нас хорошо. Жителей поздравили и представители власти. Президент общественной организации «Инкишаф» Искендер Белялов порадовал гостей праздника и озвучил план мероприятий в районе на осень текущего года. Со стороны государства мы часто озвучивали, что тут будет школа, детский сад и дороги. Дороги планировали начать строить в мае. К сожалению, не получилось, но с сентября государство обязательно начнет тут их строить. Евпаторийцев приехал поздравить и депутат Государственной Думы Руслан Бальбек. Он пожелал району Исмаил-Бей дальнейшего процветания и развития, а также подготовил замечательный подарок детям и подросткам. От себя лично пришел не с пустыми руками, с подарком в рамках реализации моего проекта благотворительного «Спортзал в каждый населенный пункт». На этой неделе мы начнем строительство спортивного комплекса для наших детишек, для спортсменов, для того, чтобы для жителей Исмаил-Бея была спортивная площадка, где бы дети могли бы достигать спортивных высот. Относительно молодой микрорайон Евпатории продолжает развиваться, а дружеские взаимоотношения и соседское взаимопонимание – это и есть залог успешного развития района Исмаил-Бей. Энвер Аблезис, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Украинский праздник сбора урожая обжинки 2017 состоялся в поселке Николаевка Симферопольского района. Организатор – Украинская община Крыма и Ассамблея славянских народов Республики Крым. О том, как проходили гуляния, расскажет наш корреспондент Арзы Хасьянова. Варенички мои, варенички мои, варенички мои,
Ах, эти пресловутые вареники. Традиционное украинское блюдо занимает центральное место не только в рецептах, но и в народных песнях. С задором и весельем в поселке Николаевка прошел украинский фестиваль сбора урожая «Обжинки-2017». Это старославянский праздник, он уходит еще с глубины веков. Вот. И мы сегодня собрались здесь, чтобы вспомнить, отдать дань предкам, отдать дань сбору урожая. На фестивале были представлены работы крымских мастеров декоративно-прикладного искусства. Художественная вышивка, ручная стилизированная вышивка бисером, глиняные сопилки, вышиванки наполнили праздник украинским колоритом. Обереги – это домовички, такие вот 100 лет вместе в одном лукошке на долгую семейную жизнь. Есть такие вот тоже полная чаша, чтобы всем так жилось. Красной икрой хлеб мазать, ложкой есть. Фольклорные ансамбли радовали гостей своим песенным мастерством. Радовал зрителей фольклорный коллектив «Молодая Нива» Симферопольского района. Их репертуар на нескольких языках, в том числе и крымско-татарском. Со сцены звучат украинские песни, все в национальных костюмах. Фестиваль «Обжинки-2017» покорил сердца гостей и жителей Крыма. Арзы Хасьянова, Ирвин Эмиралиев, телеканал «Миллет». В Семиизе 10 сентября пройдет чемпионат Крыма по автомобильным гонкам. Организатором выступает ДОСААФ Республики Крым и Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Крыма. Проведение подобных мероприятий положительно скажется на популяризации технических видов спорта и повлечет за собой приток туристов на полуостров в межсезонье, считают организаторы. Прием заявок продлится до 5 сентября. Все желающие могут попробовать свои силы. Новичок крымской премьер-лиги Хазалташ проиграл со счетом 3-0 футбольной команде «Евпатория». Матч проходил в селе Новопавловка Бахчисарайского района. Хозяева без устали атаковали, но забить гол им так и не удалось. Тренер бахчисарайской команды отметил, игра была динамичной и очень серьезной. Для хорошего результата не хватило опыта. Показала вот практика, да, мы там вроде как бы были положительные моменты, нюансы, когда мы забирали мяч, да, то есть, а когда бежали в контратаку, там, атаковали, у нас не хватило как раз этого мастерства, ну, о чем я говорил, как бы, но над этим надо работать. Для жителей Керчи новость. День города в этом году отметят на неделю позже. Празднования перенесли на 16 сентября. Причины пока неизвестны. Напомним, ранее День города в Керчи всегда отмечали во вторую субботу сентября. На этом все. Следите за последними событиями в наших новостных эфирах. Доброго вечера и хорошего настроения.